У эфіры праграма «Аб'ектыўна», у якой мы фокусируем аб'ектыў нашай тэлекамеры на актуальнай праблеме, што знаходзіцца на кантролі ўладаў, спрабуем аб'ектыўна ў ёй разабрацца. Сёння ў эфір выходзіць апошні ў гэтым годзе выпуск нашай перадачы. На працягу мінулых 12 месяцаў кожны тыдзень мы звярталіся да розных тэм, пабывалі ў розных раёнах Віцебшчыны, пазнаёміліся з рознымі людзьмі, якія адказваюць за разнастайныя накірункі жыццядзейнасці нашага рэгіёна. Сёння падвядзем вынікі і ўзгадаем. У чым мы спрабавалі разабрацца аб'ектыўна. Адной з галоўных тэм нашых выпускаў была праца хлебаробаў. Ранняя вясна сёлета прыспешыла працаўнікоў села выйсці на палі значна раней, чым летась. Пасяўная ў гэтым годзе пачалася на 2-3 тыдні раней. Как никогда дружно Витебская область начала работу. Наверное, прежде всего способствовала погода. Земли подошли практически во всех районах одновременно. Поэтому все хозяйства приступили уже к посевной кампании. Волноваться за то, что посеют аграрники или нет, не стоит. Аграрники сеяли всегда, в любых условиях. Мы бы сегодня хотели разговор вести о четкой, грамотной технологии на селе. Вот если мы выдержим технологию, тогда мы получим максимум урожая. 30 центнеров, те, которые мы получаем, и 70-80, которые должны получать, это как раз-то разница в технологии. Падчас масавай касавіцы мы расказвалі пра тэхналогіі, якія зараз прымяняюцца ў сельскай гаспадарцы. Адна з найбольш прагрэсіўных – закладка зялёнай масы ў стрэйч-плёнку. У першую чаргу яна забяспечвае высокую якасць прадукту. Такія кармы добра захоўваюцца, прычым нават прама ў полі, і не страчваюць свае пажыўныя вартасці на працягу доўгага часу. Как и западные страны, мы перешли вот на упаковку, закладку сенажа в стрейч-пленку, то есть упаковочные материалы. Если ранее мы только закатали траншеи, где-то бурты ранее были еще 10-15 лет назад, то здесь уже новые технологии, закладка в стрейч-пленку, покупка этих новых пресс-подборщиков позволяет нам закладывать сенаж качественно, во-первых, сенаж, без минимальных потерь, и, соответственно, от этого продукция повышается, животноводческая отрасль от этого только улучшается. То есть получается больше надоя молока, больше привесы скота. І ў самую гарачую пару падчас жніва мы пабывалі на палетках, зернесушыльных комплексах, хлебакамбінатах, расказвалі, як вядзецца збор ураджаю на Віцебшчыне. Сёлета аграрыям належала ўбраць амаль 350 тысяч гектаров плошчаў. Никаких проблем больших нету. Да, где-то погода можно жаловаться, но по большому счету эта уборочная кампания проходит, я считаю, достойно. Достойно, организованно, подготовлено. Спасибо хочется, кстати, сказать и организациям предприятиям, городов, районов, города Витебска, те, которые направили недостающее количество механизаторов, они тоже сегодня достойно, нормально, хорошо работают. Это порядка 800 человек. Лучше прошлого года. Это зерноуборочная кампания. Как по подготовке, наверное, к ней, проведению, несмотря тут на погодные небольшие условия, так и по конечным итоговым результатам. Адна з нашых перадач была прысвечана будаўніцтву жылля ў вобласці. План бягучага года прадугледжвае ўвод 325 тысяч квадратных метраў жылых плошчаў. Эти планы доводятся нам из Министерства и Совета Министров Республики, исходя из тех средств, которые привлекаются для строительства жилья на текущий год. Ну и в последнее время тенденция идет увеличение жилья. Если в 2017 году было 255 тысяч квадратных метров, в 2018 году в области доведена цифра 299 тысяч квадратных метров, на 2019 325. Тенденция идет к повышению. Этот показатель для области в принципе подъемный, и область справится с этим заданием. У вобласці зараз актыўна рэалізуецца падпраграма «Бяспечны ліфт» рэспубліканскай праграмы «Камфортнае жыллё». У наступным годзе на Віцебшчыне плануецца поўнасцю завяршыць замену ліфтаў, якія эксплуатуюцца 25 ці больш гадоў. У абласным цэнтры на гэты і наступны год прыходзіцца пік па колькасці заменяемых падъёмных машин у шматкватэрных домах. Мы уже поменяли в этом году порядка 250 лифтов, и еще до конца года планируем поменять еще 50 лифтов. Лифты уже закуплены, проведены торги подрядные, выбираются сейчас подрядные организации, и до конца года мы обязательно установим еще 50 новых лифтов. Эта программа будет продолжаться и в следующем году. По городу Витебску более 200 лифтов будет еще меняться в следующем году.
Працэс замены аднаго ліфта ў сярэднім займае 30-40 дзён. Жильцам приходится испытать определенные неудобства, но в этом нужно смотреть, так сказать, с оптимизмом на это, потому что взамен мы получаем новый, современный, качественный лифт, который изготовлен из антивандальных материалов, который оборудован системой видеонаблюдения, который обладает повышенной грузоподъемностью, то есть вот лифт, который на данный момент заменен, старый лифт, он был грузоподъемностью 320 килограмм. Сейчас лифты устанавливаются грузоподъемностью 400 килограмм. Они отвечают всем требованиям безопасности. Праграма «Камфортнае жыллё» прадугледжвае работу па паляпшэнні якасці пітной вады. З гэтай мэтай в области зараз актыўна ўзводзяцца станцыі абезжалезвання. До 2025 года нами привлечено и уже подтверждено, что необходимо осваивать порядка $100 миллионов для того, чтобы построить в области 270 объектов водоснабжения, для того, чтобы 100% населения в области получило качественную питьевую воду. Сегодня нами привлечены и кредитные ресурсы, и, как я уже говорил, средства бюджета, и собственные средства для того, чтобы эту программу выполнить. Вот в этом году буквально нам за год необходимо построить порядка 40 станций обезжалезвания. Ачышчальнае збудаванне – важная складаючая экалагічнай бяспекі любога населенага пункта, асабліва буйнога горада. Такія збудаванні неабходны, каб сцёкі не траплялі ў рэкі і азёры, не атручвалі навакольнае асяроддзе і грунтавыя воды. Большасць ачышчальных станцый, якія працуюць і зараз, узводзіліся дзясяткі год таму, і ўжо наспела неабходнасць капітальнай мадэрнізацыі. Европейский банк реконструкции и развития предоставляет нам кредиты на довольно льготных условиях для модернизации наших сооружений, а также грантовые средства, которые направляются безвозмездно на улучшение очистки и на строительство новых сооружений очистки сточных вод. Так вот, по Витебску мы уже реализуем проект по реконструкции очистных сооружений. На эти цели привлечены кредитные средства в размере 14 миллионов евро, а также грантовые средства в размере 5 миллионов евро для реализации данного проекта. И вот буквально в феврале следующего года мы уже должны завершить этот проект по реконструкции очистных сооружений. И нормативы очистки будут соответствовать всем европейским стандартам. Уже проведена работа по привлечению кредитных и грантовых средств по Аршанским и по Полоцким очистным сооружениям. Если говорить о Полоцке, то там будет завершено строительство очистных сооружений, которое было начато еще в 2008 году. И также на эти цели привлечено 14 миллионов евро, из которых 4 миллиона – это грантовые средства. Як на Віцебшчыне рэалізуецца дэкрэт нумар 18, як арганізавана школьнае харчаванне, летняе аздараўленне дзяцей, гэтыя тэмы таксама былі ў полі зроку творчай групы праграмы «Аб'ектыўна». Сёлета аздараўленчыя лагеры Віцебскай вобласці прынялі на 1000 дзяцей больш, чым мінулым летам. Усяго адпачынак арганізоўвалі для 45 000 хлопчыкаў і дзяўчынак школьнага ўзросту. У вобласці працавалі 29 загарадных стацыянарных аздараўленчых лагераў. Витебская область имеет самое большое количество стационарных загородных оздоровительных лагерей. Это 29. Даже город Минск не имеет такого количества лагерей. Благодаря тому, что в последнее время негативная тенденция закрытия загородных оздоровительных лагерей в Витебской области приостановлена, мы имеем сегодня то количество мест в смену и за весь летний оздоровительный период, которые могут обеспечить под полную потребность оздоровления детей. Трэці год на Віцебшчыне рэалізуецца праект школы будучыні. Ён прадугледжвае стварэнне ў кожным раёне мінімум адной узорнай навучальнай установы. Працэс адукацыі, у якой ладзіцца з улікам апошніх навацый у гэтай сферы. Мы поставили задачу перед собой, перед районными исполнительными комитетами к 2021 году в каждом районе создать школу будущего. Это не просто должна быть отремонтированная школа, это школа, которая должна быть оснащена современным оборудованием, современной техникой, чтобы учителя понимали, что есть немножко другое образование, что сегодня темп образования может быть или преподавание отдельных предметов совершенно другой с использованием различных, в том числе и компьютерных технологий. У нас появилось уже практически 300 интерактивных досок и мультибордов. Проект «Школа будущего»
две составляющих. Первое. Нужно подготовить ребенка, чтобы он соответствовал требованиям того времени и тех знаний, чего мы хотим от него получить. А это уже работа начинается с детсадовского возраста. Это первое. Второе. Мы должны создать материальную базу. Соответственно, лучшее из лучшего, что есть сегодня. Вот такое мое требование. И вы знаете, что мы ежегодно вводим по одной школе, где буквально выполняем все требования педагогов, все, чего они желают, закупки нового современного оборудования, каких-то систем и так далее, для того, чтобы на этой базе, вновь созданной, воспитать уже современного профессионального выпускника. У адной з нашых перадач мы гаварылі аб перспектывах развіцця гарадскога грамадскага транспарту. Нашы рэспандэнты сышліся на тым, што будучае за электрычным транспартам. Как бы общественный транспорт, он, наверное, берет все-таки направление на электрический транспорт. Это могут, например, видеть и жители города Витебска, потому что при закрытии путепровода Полоцкого все равно мы троллейбусы с автономным ходом на улицу Титова и на улицу Ленинградскую, на улицу Титова мы уже пустили и даже планируем потом на улицу Ленинградскую запустить. И то, что мы будем приобретать в дальнейшем, например, троллейбусы, это будут троллейбусы с автономным ходом. С учетом специфики нашего города, нам целесообразнее работать на троллейбусах с автономным ходом. То есть основная сейчас стратегия, скажем, на следующий год мы видим, это если все хорошо пройдет уже, может быть, в ноябре-декабре этого года. Новый маршрут мы планируем открыть, он будет микрорайон Билево и планируем в Тирасполь по улице Ленинградской, то есть маршрут номер 14, новыми современными троллейбусами. Два новых сочиненных троллейбуса перейдут на маршрут номер 12, микрорайон Билево, ЖД вокзал. Без строительства новой контактной сети, которая уже есть в городе, ее, скажем так, будем совершенствовать, чтобы экономить электроэнергию, новые провода будем ставить в контактную сеть. Но больше не будем строить контактных сетей, ни тяговых подстанций, ничего. Это экономит деньги для строительства, для городского нашего бюджета. А мы за эти деньги приобретаем новый подвижной состав и выполняем свою транспортную функцию и обеспечиваем перевозку пассажиров и жителей нашего города. Заглянула наша здымачная група і на галоўную будоўлю Віцебска – рэканструкцыю полацкага пуцеправода. Прасачылі за тым, як праходзіла разборка са старэлай канструкцыі, якую тэхніку для гэтага прымянялі, з якімі цяжкасцямі сутыкнуліся будаўнікі. Для города Витебска, наверное, это будет первый такой масштабный, грандиозный объект, где действительно задействованы переходы. Именно по масштабу. Да, были переходы через железную дорогу, но это не было связано так, что плотное пятно застройки, действующие коммуникации, железнодорожные пути, как правило, переходить с узловую станцию, это проблематично и сложно. Делаются искусственные сооружения, буквально там 2-3 железнодорожных пути. В данной ситуации мы имеем по 3 в каждом пролете. Это 9 путей. Непросто. И плотное прилегание между ними, и возвести надо будет опоры в междупутье. До канца гэтага года на будоўлі будзе асвоена 40 мільёнаў рублёў. Нагадаем, што агульны кошт праекта 100 мільёнаў. Работы на аб'екце пачаліся з красавіка і ўвесь гэты час вяліся даволі актыўна. Будаўнікам прыйшлося папрацаваць нават у начную змену. Мост будет качественный, он прослужит очень многие годы. Сказать что-то супер нового, наверное, ничего здесь супер нового нет. Такие технологии уже применены были и в Республике Беларусь, и в мире, естественно. Это балки железобетонные, которые служат не менее 50 лет, уж точно, да. Они изготавливаются нашими белорусскими предприятиями, имеют, естественно, сертификаты надежности, качества, поэтому все строится согласно белорусских норм. Сегодня работает у нас в пределах 160 до 200 человек, и этого достаточно. А уже когда мы выйдем на следующий год, когда пойдут более отделочные работы, когда мы приступим к благоустройству территории, к облицовкам, фасады, плитки, подземные переходы, паркинги, вот тогда, конечно, нам придется привлечь гораздо больше трудовой ресурс, чтобы до сентября месяца ввести этот объект в эксплуатацию.
На сайце тэлерадыёкампаніі «Віцебск» vtv.by мы размяшчалі некалькі пытанняў, вынікі якіх можна ўбачыць і зараз. Там жа ёсць і ўсе выпускі нашай праграмы на выпадак, калі нейкая тэма вас зацікавіла, а ў эфіры вы яе паглядзець не паспелі. На электронны адрас можна дасылаць вашы водгукі на перадачу, а таксама прапанаваць тэмы, якія варта было б узняць у эфіры тэлерадыёкампаніі. А мы на гэтым развітваемся з вамі, віншуем з надыходзячымі святамі і зычым толькі добрых спраў у новым годзе. Гэта была праграма «Аб'ектыўна», у якой мы спрабуем разабрацца ў праблеме аб'ектыўна. З Новым годам і калядамі. Бывайце здаровыя!